Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Я сегодня хочу поговорить немножко о творчестве, так как я сам творческий человек, и мне это все это очень близко. М, Одна я увидел публикацию на странице чеченского историка Башлама Чимаева о ингушском плаге. А ты вот песню переделали, там слово в войнах был убран и было поставим слово ингуш. И получается это ингушское про ингушей. И, скорее всего, это Танзила Заурова поместила в свои книжки вот этот, как бы, как она сказала, спорные песни и включила его в свой этот сборник. Я не поленился, потому что я вот, когда что-то нужно искать, вот искатель, я очень хороший, исследователь тоже неплохой, и поэтому куда я пойду? Первый источник. Пошел на гость телерадио СССР, там хорошо, что есть страница в Ютубе советской, называется «Советское телевидение», где все вот это старое, вот этот музыкальные композиции, старые вот эти песни, вот они чеченские, не чеченские, всех собрали в Советском Союзе, которые были, они все собрали вместе. И я нашел вот этот композиции, который ингуши утверждают, что это слово ингуш там написано. И так как я это знаю, я этот фильм совместное производство гость телерадио СССР, чечено-ингушского телевидения и северо-осетинского телевидения. В 1982 году он был снят режиссером Ильясом Татаевым. Там главный композитор был Аднан Шахбулатов и Саид Димаев, сын Умара Димаева, композитор Саид Димаев. И вот только два вот этих чеченских вот этих композитора там. И получается, что все это, что вот это в фильме «Гость телерадио СССР», все это музыкальные композиции, за исключением танцев, которые там были, был представлен тоже танец Азранского музыкального танцевального вот это клуба, я не знаю, как это, ансамбля Таргим, вот это, вся эта музыка, вся это, вот все, что вот тут вы слышите, это чеченские композиторы. И чтобы не травмировать бедных ингушей, режиссер Ильяс Татаев решил слово «чеченец» поменять на нейтральное слово в войнах. И получился в духе того времени, типа братья чеченцы ингуши, братское Чечения Ингушетии. И вот сейчас вы внимательно прислушивайтесь к песне, где там слово ингуш. Я просто специально решил вам ее представить. Бессмертная, как дверь гранитных плит, предание народное гласит, что в этот край в далекие года пришла завоевателей орда. Несметны были полчища врагов, как будто океан без берегов, и многие горцы полегли, не уступив врагу своей земли. Уже своей победой грезил враг, и не дымил растоптанный очаг. И вот тогда из чьих-то добрых рук три вещие струны запели вдруг. О доме чести три струны поют, в войнах и в битве павшие встают, и под звучание струн дичик пандура низверглись на врага подобно буре. И произнес угрюмо грозный хан: народ сей мал, но духом великан. Пока трех этих струн мотив звучит, мы этих гор не сможем покорить. До сей поры дичик пандур в горах хранит как символ мужества в войнах, что в самый трудный испытание час
Он даже павших поднимал среди нас.
Кичик Пандур в горах хранит как символ мужества в войнах, чтоб в самый трудный испытание час он даже павших поднимал среди нас. Звени, моя песня, звени, пусть голос безоблачно льется, уставших в пути не вини, отдай им в дорогу по солнцу. Звени, моя песня, звени. Я вам не полностью этот фильм без телерадио СССР поставил, чтобы вы поняли. Вот ингуши сейчас, конечно, задним числом говорят, мы были велики, мы все наши композиторы, все, что создано в Чечне, это их. Даже гостелерадио СССР, где вы видите там ингуши, даже Чечения ингуши. Потому знаете почему? Потому что не было. Даже это, когда снимался вот этот фильм, в 1982 году, вот этим режиссером Ильясом Татаевым, там было 3 киностудии Советского Союза, участвовал телевидение Советского Союза, телевидение Чечено-Ингушской ССР и телевидение Северной Осетии. Вот не было, вот болит там, это, я это даже помню, я был ребенком, говорили, что приедет Махмуд Эсенбаев, и по-моему, все эти люди, вот встреча там, в кадрах вы увидели очень много чеченских именитых певцов на подпевках, но там везде это Белухаджи и Дигов, там можно было увидеть, Шити Эдил Султана можно было увидеть, Абди Далхадов можно было увидеть, Махмуд Эсенбай, это понятно, родный артист СССР Махмуд Эсенбаев, родный артист РФССР Валид Дагаев, Дечик Пандур, вот и все это, знаете, вы когда ингуши бегали в корыстных целях себе вот на хлебные места, все это захватывало, вот эти Грозно, вот эти деньги, у вас только была коммерция, а наши чеченцы, народное творчество, это еще там очень много, представляете, только в одном семье Демаевых
отец их, Умар Димаю, Саид Димаю, Али Дима. 3 композитора только в одном семье. 3 композитора. Даже вот этот фильм, вот это гостелерадио СССР было снято участием Шанана, Аднана Шахбулатова и вот это Саида Умаровича Димая. Вот вся эта музыка, все вот они сделали. Вот так это, даже и вот там видно, что вот все чеченское. И, знаете, это ничего страшного, что у вас не было истории. Ничего страшного, что у вас не было музыки, песен, танцев. Мы же, вот знаете, почему, это же ничего страшного. Главное, что вы ингуши, и главное, что у вас уже 33 года. Это, если это Республика Ингушетия, благодарите сперва Богу, а второе чеченцам, что у вас она состоялась. Без нас, конечно, вы бы растворились бы, как эти северные народы, чукчи-мукчи, точно так же растворились бы. И благодаря нам, вот, и вы поняли, что каким корням вы принадлежите, какие у вас обычаи, традиции, вы же их уже забыли. И Северной Осетии, и там у вас были другие Грузии, Осетины, и веру, мы вернули вас в веру. И вот такое. И я вот это снова внимательно, 2 раза, вчера посмотрел этот фильм, сегодня посмотрел. Что я мог понять даже тогда? Я просто, вчера я это не заметил, а сегодня я заметил, что вот, какая культура была чеченская. Они, знаешь, гостелерадио СССР не позволило бы, если бы действительно были ингушские певцы, у нас как было, 3 чеченские песни, 3 ингушские песни, а вот не было, оказывается, ни одного ингушского танцора, ингушского певца, и пришлось вот это Мансур Минцаев там, вот этот Абди Далхадов, все вот мастити, чеченские барды, певцы, Валид Дагаев, не народный артист Чечен-Ингушской ССР, а народный артист РФССР. Это тогда, представляете, как это, вот столько уважения, слепой. Он, ну это понятно, это же не композитор, под его на руку этот старик отдал гитару, он вот так всегда пел. И вот петь можно вслепую, вот сочинять музыку, вот я этого не знаю, вот композитор, это аналогия с ингушским, вот этот композитор Ахметом Хамхоем, который ингуши утверждает, что он сочинил, это вот такие песни, которые вот этот, сейчас я если могу, я просто, в принципе, я мог бы найти эти песни. Сейчас я постараюсь найти эти песни. Вот, говорят, этот Хамхоев написал, вы удивите, я бы вообще, волосы на лоб полезли, удивить. Я надеюсь, я найду эту композицию сейчас быстро.
Hayır tahtine dur, nabiyine sorsam, Verin öbuş, segerine kuyruş, sehilletli lırkat teruş, esmi bulmilayım. Arasıyaga, sırasıyaga, bir sahluş, esmi bulmilayım. Sune busserloyu, iже закрицаю, ويرن يهلا شيك ورهنا شاشي قطيلة حيخ ياش سوري زبيلة أراس يرى سلاس يدا يرسخ يروش سوري زبيلة
Ну, видели, да, я просто поставил ряд многие песни, которые, знаете, можно сегодня утверждать что угодно, можно фальсифицировать, можно вместо слова «война» ставить «ингуш», вместо слова «чечен» ставить «ингуш». Вот это архивные кадры, и вот что хорошего, YouTube, вот это парень из Иордании, по-моему, Бештова, вот даже, я помню, 10 лет тому назад он начал все эти старинные чеченские песни туда ставить в YouTube. И вот сейчас Урат, по-моему, тоже из Чечни, я не знаю, откуда этот парень, тоже. У него почти 500 тысяч подписчиков. Вот все чеченские композиции он собирает и ставит их. И я просто вот этот Ахмед Хамхоев, который Даймох Кнана, в советское время он был вот этот Апти Алхадов его пел, просто сейчас Сулейман Такаев, 60 лет Сулеймана Такаева, чеченского певцу, композитор, вот он сам спел эту песню. Вот я вам, вот, чечен, вот вы по радио, где вы слышали эту песню на ингушском языке тогда, я имею в виду. Сегодня, да, вы можете все это переделывать. Вот все воруют, я не знаю, как багдадские воры. И не стыдно, и не совестно, знаете, как-то, я не знаю, вот это почему, вот я все это поставил, вот из-за этой женщины, которая, и муж у него в стороне сидит напротив нее, вот она, Ибрагим Дальхиго, вот этот пламенный ингушский комсомолец, который с высылки приехал почему-то не Назрань жить, не свой Урал, Владикавказ жить, Орджоникидзе те года, и просто любит ингушей, и любитель, я не знаю, можно любить свою родину. Вот он приехал с высылки, скорее всего, Базоркин сказал, Идрис Базоркин, езжай туда, в Грозный, и давай будем там устраивать свой ингушский интернационал. И вот этот 21-летний парень приехал в Чеченских горах, искал ингушскую культуру. Ингушскую, это в каком году? 1957 году. Вы представляете, что у них в головах, что у них в мозгах, в какой среде они варятся, все эти люди. И вот эта больная женщина, я утверждаю, что она больная, ненормальная, порядочный человек так себя не ведет. Вот я всегда, когда я смотрю женщину в платке, я всегда вижу в этом женщине свою мать. Я не представляю. Вот я хорошо, что да, в интеллигентной семье, в моей порядочной семье я родился. Я горжусь, что я родился чеченцем, во-первых. Во-вторых, что я в порядочной семье. Вот у нас не было этого. У нас были свои, вот, знаете, неписанные законы. И вот это мужская сила, бывший мент, который не проживал в Ингушетии, он просто приехал сейчас в Ингушетию, и вот этот надзиратель тюремный, вот он стал археологом, как это интересно. Могу ли я, кинодраматургу, стать, я не знаю, композитором, вот как это?
Я не учился, академию я не оканчивал, университет я не оканчивал. Вот такая просто вопрос на засыпку. Риторический. Могу я быть композитором? Давайте я вам сейчас сяду. У меня творчество многогранное. Я могу и писать, и читать. И я не знаю, может быть, я родился на зло вам и гущам, чтобы вам ваши, знаете, это еще просто вы думаете, что я вот такой он, вот это, такой никакой, вот даже вот этот, когда этот выпуск, вот этот пришла рассказать про свой Великий Ингушетии, даже там комментарии появились, что сейчас, завтра ждите, завтра бедного бедолаги, одинокого женщин, он вам покажет. Типа смеются надо мной и говорят, и потом говорят: спасибо, Чаборс, что ты пригласил таких замечательных гостей. И вот надо мной смеются. Я смеюсь над вами, товарищи ингуши. Ваша ничтожность, ваша ущербность, это с километра. Я не знаю, из какой-то долины это можно увидеть. И вы утверждаете, что вы великий. Вот покажите, вот я только вот это, если вы хотите, у меня очень много, сотни видео, которые касаются нашей чеченцев ингушей, нашей войнахской культуры. И вот покажите свое, вот я хочу увидеть. Я просто процент нашей самодеятельности, вот сколько Аймани Айдамирова, сколько вот Умар Димаев, сколько у нас этих, даже вот этот фильме или 1982 года вот и Гостелерада СССР, я был, вот когда Сулейман Такаев там поет эту песню, и вот рядом знаменитые чеченские певцы, и вот стоят они, и как будто бы на подпеве, вот человек знающий, просто вот даже какой у нас был расцвет. У вас тоже это был расцвет. Вы стали мужчинами, многие мужчины, которые непонятно кто были. Вы поняли, что нужно носить папаху, что вот нужно честь, достоинство. Вот благодаря нас, чеченцам, вы это поняли. Благодаря нас, чеченцам, вы стали вот сейчас великими людьми. Вот знаете, нужно быть благодарным. Если благодарны своим родителям за то, что они вас вырастили, сперва, что вас родили, потом вас вырастили, поставили на путь истины. И вот, знаете, благодарность, она должна быть. Вы редкостные твари, честное слово, редкостные твари. Вот это интервью, вот если ты просто посмотришь, это как бы, это не Танзила Чаби, который сразу начал оскорблять чеченцев, унижать их достоинство, унижать их язык, национальную самобытность. Вот это ничего, это какие-то вот это, и вот это. Я удивляюсь, что эту турецкую комсомолку кто-то не размазал по стене. Вот такая дрянь. Такая дрянь. Вот я русскими, чисто русскими словами говорю. И вот ее никто не размазал, потому что, знаешь, так оскорблять людей, она же официально, это все, и вот это я даже выпустил 2 ролика, 3-й я заблокировал сам, просто постеснялся, что я буду говорить про женщин. Сейчас тоже, я что, должен постесняться этой женщине, что она, я не должен говорить, вот эти песни, почему я сегодня весь этот ряд чеченских песен, потому что они все это говорят, что это их музыка, их культура, потому что своего ничего нет, голос задница, и вот, конечно, легко вот взять, как будто бы в супермаркет ты пошла, купила, ты даже ничего не покупаешь, не спрашиваешь разрешения чеченца, ничего страшного, если ты на французском, на английском, на испанском, на ингушском поешь, можно перепеть песню. Вот этот певец Абрахам русско-израильский. Все эти арабские песни он на русском языке поет. Ничего страшного, мир от этого, арабы от этого свою культуру не потеряли. Он же, не утверждает, что это израильские песни. Он просто перепоет эти песни на русском, на израильском языке. Вот это
Тоже есть в России такой же певец, бывший муж Аллы Пугачева, Киркоров. Десятки международных хитов он перепел. Ну, он же... Они утверждают, что это русские песни, что это русские сочинители. А он просто их перепоет. Красивая песня. Почему нет? Очень много чеченских песен. Ничего страшного, что вы ингуши на свой ингушский языке можете перевести, перепеть. Ничего страшного там нет. Но вот утверждать, что если где-то вы перепели, это значит наш ингушский. И вот это утверждать. Если где-то чеченцы вам, вот как в этом фильме, вместо слова чеченцы поставили в войнах, чтобы вам, чтобы вас, ваши тонкие души, не оскорбить. И вот это сейчас имеете наглость перевести это слово в войнах на ингуш. И вот это ингушская или. Ингушская или знаете где? В Дарьяльском ущелье. Вот Челябин почему-то, когда в 1905 году, по-моему, я не знаю, в каком году он там у вас был, и Абрек Зелимхан с ним встретился, он там не пел, это и ваши ингушские песни, их не было. Он пел про чеченцев. Даже многие вот эти Ибрагима дал эта песня русская, которая Челябин, вот этот, который сочинил. Это мировой хит. Он про чеченцев, не про вас, ингуши. И вот такая интересная национал. Давайте сейчас исполнилось 34 года, ингушам исполнилось 34 года. 34 года государственности Ингушетии. На агитационных плакатах приурочены этой знаменитой дате только два слогана. Гордимся прошлым и строим будущее. Приуроченки этой даты Руслан Дальгиев выпустил видео на подкасте Чабош ТВ с необычной семейной парой из Ачалуков, историков в кавычках, этнографов, великих ткачихи, Ингушетии, воровки чеченских истинных, ее Танзиль Заурова, его мужа, работников, сын надзирателя, бывшего мента, ныне археолога Якуба Гудиева. Ингушей этой великой даты поздравил и сам большой ингуш на этой земле Артем Плато. Артемка, но давайте вернемся к нашим баранам, которые озвучили национальные идеи ингушей, наговорили много лишнего, и черной зависти говорили о соседях, прошлись по порядочным ингушам, которые критикуют этих лжецов и фальсификаторов. Руслан Дальгиев как очаровался этой семейной парой, что не нашел ничего, кроме благодарности. Местами терял дар речи от лозунга великой ткачихи, комсомолки. Это что отвисала челюсть от нелепых высказываний. Одно дело восхищаться так называемыми патриотами своей родины, ингушами, другое дело посылать на 3 известные буквы русского парня из Алтая Артема Игоревича Плато, который так сильно ошибался насчет этих ингушей, что готов проглотить унижение и незаслуженную обиду, чтобы ошибаться дальше. Руслан Дальгиев не просто так унижал этого гастролера, замазал грязью, как все эти вчерашние гости студии, которые днем и ночью льют на чеченцев эту грязь. Разница между этими ингушами никакая, но я поверю в искренность этого русского парня, чем живый патриотизм ингушеговорящих с неингушскими фамилиями Заурова и Гогиев. Танзила Заурова, хотя и окончила вуз, спустилась с гор, но никак не прособилась этой жизни. Ей мерещатся везде враги, которые посягают на его честь, бросается амбразуру, как солдат в юбке. Зойка Смельманская стоит в сторонке и нервно стучит каблуками. И комсомолка, и красавица, и сумасшедшая домохозяйка, историк, этнограф, и великий ингуш, готовы на все во благо этой ингушетии. И это символично.
4-летия годовщины образования Республики Ингушетии, такой же лжец, как она, патриот в кавычках этой великой Ингушетии, пригласил на очередной цирк этих комсомолцев и комсомолок. Никаких вопросов, никаких замечаний, никаких уточнений, только восхищение и подхалимство. У меня к Русику только один вопрос. Если ты такой благосклонен к этим лицемерным лжецам, ингушеговорящим, зачем тогда чморить русского парня, который хотя бы моментами старался говорить правду и пришел к тебе в гости? Вот знаете, вот это какой-то диссонанс какой-то необычный диссонанс. И мне кажется, это очень, вот этот, когда вот этот Качиха вышла в эфир, я ждал, что вот Башлам Чимаев, историк, не стал даже, она не стоит внимания. Он даже, я думаю, сейчас Башлам Чимаев выйдет в эфир и разложит лицемерку Врунью. Но вот не случилось чудо, он не вышел, потому что она не повторила ошибку Танзилы Чаби, которая в наглую вот врала, вот 2 часа она врала. Это она же, вот эта Качиха, она умная, хитрая. Ибрагим, у него был хороший учитель Ибрагим Дальхигу, хотя этот Танзил Чаби тоже был этот же ученый, профессор, но бывший грозненец. И вот так получилось, что вот, я не знаю, какой-то, я-то знаю, что это Танзила Заура очень ненавидит чеченцев, чеченофобка от плоти и крови. И вот как это случайно, 3-4 года годовщины, вот это же не случайно эта семейная пара пришла в эту студию. Это просто 3-4 года Ингушетии. Вот Руслан Догиев решил, почему его они называют Чаборзом, тоже непонятно. Это за скобочки, вот непонятно. Имя человека, отец дал Руслан, русское имя, вот русский. Вот Русик Догиев. И вот это решила, я не знаю, как-то хитро, очень тонко какая-то грань. Главное, все, что вот за кулисами, не на камеру, это методы КГБ, по-моему. Вот они говорят одно, а делают другое. Вот то же самое. Вот она сколько вреда в нашем общем дружбе, нашем, вот я не знаю, мы хочет это Танзила Заура, не хочет, вот чеченцы вообще это братский народ. Весь мир это так говорит, а вот Танзила Заура это не считает. Она считает ближе этих грузинов. Не знаю, я, честно слово, я стану на колени, если один грузин поймет вашу речь, кроме чеченцев. Я не знаю, по вере, по менталитету, по, я не знаю, адатам, по каким критериям они ваши братья. Вот это тоже, это Исаак Адзоя вот это подхватил, это грузины, все вот они, вот грузинам хотят подмазаться. Вот рабское мышление, рабский вот это. Всегда вот то к русским, то вот этим осетинам, то чеченцам. Сейчас хотят грузины. Вот я не знаю, самым нельзя просто быть людьми, этими ингушами, и просто жить на этой земле, радоваться мелким, большим, я не знаю, радостям. Почему я вот может, моя речь не и так внятная, потому что я же специально, не готовлюсь, я специально не сижу, и специально не придумываю сказки какие-то, я не фантаст писатель. И вот почему человек должен быть великим? Вот я простой человек, рядом со мной и графы, и князья живут, и я знаю, что в этой стране миллиардеры живут, принцы, принцессы живут, я же почему-то, мне в голову не приходит, что почему я не такой, почему у меня нет этого статуса, почему я должен быть чеченец великий, я не знаю. Я тихо, мирно сижу в этой стране, и никаких претензий к другим людям. И вот нельзя тихо, мирно жить этой Ингушетии.
ура, вы состоялись, вам 34 года, я рад этому, честно, рад больше, чем вы, потому что вы избавились, мы наконец-то от вас избавились. Хорошо, что вы живете в Ингушетии, но оставьте нас в покое, пожалуйста, товарищи ингуши. Оставьте нас в покое, не придирайте к нам, не придирайте Чечению, Ингушетии. Если там было Ингуши-Чеченская ССР, тогда да, это другое дело. Это уже другое дело. Мы бы хваляли бы в фильме, в бесконечном фильме снимали бы про это Ингуши-Чеченская ССР. А так как Чечена Ингушетия, что вы к нам пришли протянутой рукой, вы, и вот это уже другое дело. Вот в фильме будем снимать, это, типа письма, где вот имя Чечен-Ингушетии они решили устроить революцию. И вот все эти вот эти домыслы, это всякие, вот даже это в фильме, вот это, еще телеканал Ингушетия выпустил фильм. Все беды от Чечени Ингушетии, от вас. Все беды от Чечени Ингушетии, ваш товарищ Ингуш. Ваша никчемность, мы, знаете, ваша вот эта лживость, ваша эта продажность, ваша это лицемерие, ваше это, я гнилость, все вот это не от Чечени Ингушетии, это уже вы, это республика Ингушетия, это вы уже вот такие продажные, вот такие никчемные, и вот такие несостоятельные. Вот вы не можете, даже вот, да, за эти 34 года, вот Ева Марсагова сочиняла, после Чечени Ингушетии сочиняла это. Почему у вас вот за эти 33 года не появился Валид Дагаю, Умар Димаев, Марьяма Айдемиров, почему у вас Тамар Дадав? Я всегда называю старых, я новых, я не новых, а вот даже 80-е годы, Тамара Дадашева, Белухаджи, вот сколько было их. И даже этих я не называю, я называю, которые до 40-го года, вот старых, чеченских вот эти. И я не знаю, вот чеченский писатель Халид Ашаев, Альбимов, известный на весь мир, поэт Ахматова, поэтесса Ахматова, Марьям Исаева, и вот на весь мир, вот советский вот известный писатель, мы просто очень скромно молчим, а у вас это ни к чему, вот Базор, ничего такого, только чуть-чуть, когда ему исполнилось 60 лет, он написал вот этот «Из тьмы веков». Когда почти 60, стариком стал, написал. Как Исаак Кадзой, который 60 годов, он был поэтом, а только вот начал творить 2000 года. Вот представляете, какой 60, 70, 80, 90, 2000. Через 50 лет. Вот этот Идрис Васбазор через 60 лет начал выпускать произведения. И вот странно, вот странно. И поэтому, знаете, не нужно на нас зависти смотреть в нашу сторону, не нужно все наше присваивать себе. И вот сидят в этой студии и смеются над чеченцами. Смеются. Вот это, смотрите, морду вот этой мадам смеется нам в глаза. Знаете, могла без этой книжки прийти, где эти спорные песни, все вот это. Пришла эта книжечка, и еще сказать, что вторая часть будет. Мы все ваше чеченское перепишем на наш Ингуше. И вот сидит, и ей ничего. Врет, тихо. После вот этого выхода фильма я ждал, кто-то там снимет. Вот и разоблачение, сразу его разоблачили. Она поэтому молчала в этой студии, чтобы ее не разоблачили. И вот это Истанги, вот она же специалист по Истангам. И всю свою жизнь я слышал Истанги чеченские. Хетта фешташ, это ингушское что-то. И то, вот она, Танзил Заур, вот это его типа ассоциации Каврудели, вот это что-то. Вот она снимает в фильме, и вот старые женщины, вот даже Исаак Адзоев, он не говорит истинно, он говорит хетта феташ. И вот все эти женщины, которые она снимает, все, кто вот, никто не говорит вот истинно, слово истинно, они хетта феташ. И говорят, что вот это есть истинги, это, знаете, это большая разница, это цветное, вот много рисунков, вот это хетта феташ, а истинги это
одноцветно вот это. Ну, можно сказать, да, у вас чеченцы истанги, но у нас хета-феташ. Но это же есть. Нет, им нужно, чтобы красиво это звучало. Истань. А потом третий пол придумали транссексуальный пол, вот этот. Исташ. Мне пришли, нет, вот это, очень много провокаций. Раньше их сотни было, проходил ко мне. И вот они утверждали все, вот нет, есть исти, у вас исти, третий, у меня все ингуши мои знакомые. Первый мой друг ингуш знаком. Я всю свою жизнь знаю, что такое связок, когда они женатые мужчины говорят связок, обозначение жены связок. И нет исти, это старое название исти. И я не поленился, я вас уже раскрыл, я выпускал видео, я пошел, выпечу, у меня хорошо в моем доме компьютер, принтер, вся техника дома есть, из контактов, все перепечатал, все, что там было, 30 страниц обозначений, вот просто мне нужно было найти обозначение, ингушское обозначение идей. Хорошо, что я нашел. В 2018 году какой-то есть сайт, очень, очень полезный сайт, вот, чтобы ингуши раскусить, и там обозначения, все обозначения людей. Там слова истины нету. И вот есть, и вот это, почему-то говорят про свое, про ингуши, и чеченское. Зуд, собака, вот что-то вот такое, вот что-то, все равно 2018 год, они же враги наши, и вот это, и мейнстрим, что плохое говорит про чеченцев, даже когда говорят про свое, обязательно плохое про чеченцев, присевует. И вот я просто принципиально, это сложно было найти, но я нашел. В общем, 40 страниц, по-моему, вот это обозначение ингушей, вот это на их языке, женщины, мужчины, жены, все вот это, мардан, все вот что, которое вот это, все есть обозначение человека, я выпечу. Там же нет слова исти. Вот этот Качиха, это Танзила Зауру Гуния, вот придумал специально, придумал. Вот они сидят с этим мужем, чеченофобка оба, и придумывают сказочки. Конечно, я типа этнограф, историк, этнограф. Ну, как Танзила Чаби. И вот это, природу, вот она, я понимаю, она родилась бы, как Идрис Абадиев, это Руслан Бузуртан, вот Чечения, Ингуши, Грозном, вот, я их пойму, это и Марьям Ялхаро, природа вот этой чеченской ненависти, которые лишились всего, типа, почему чеченцы не хотели быть с Россией, а почему чеченцы должны быть хотеть с Россией, вот я это понимаю. Сейчас они хотят, тогда не хотели, потому что уважение, когда нет уважения, когда твою честь топтают, вот это вам, это вы сами ляжете, как подстилки, но это для чеченцев это очень важно, это вот в то время нас унижали, вот унижение мы не вытерпим никогда. И от вас то же самое. Вы дорветесь, конечно. Вы видели только нашу хорошую сторону, увидите и плохую. Так что, и вот этот сидит, эта студия, и просто смеется над нами. Просто смеется над нами. Да, потенция, дело вот это все, вот это говорит, вот это. И поэтому нам она не оставила, вот, если она открыто сказала бы, вот что она думает, нет. Вот книжку принесла, и я вынужден почти 30 минут, вот всякие композиции старые. Потом это скажет, вот, просто придет другом идиот, просто говорит, назло чеченцам мы их будем. Вот это они напишут, они скажут, это наша ингушка. И книжки, как они печатают, как вот это нарский эпос, вот Алгат написал нас, чеченцев ингушей. Сейчас оно только ингушское. И вот там этот Ибрагим Дельхиго был
редактором Нарского эпоса. Этот ингуш украл ее и привез, и сейчас уже в 2011 году, перед своей смертью, по-моему, он издал этот Нарский эпос, как эпос ингушей. Хорошо. Просто у нас в бытности ингушетии, про ингушей не было, всегда нам говорили, что нужно потому что вы чечен Ингушетии, они с вами живут, всегда нужно, чтобы или в войнах использовать, или чеченцы ингуши. Скорее всего, там ингушей даже не было, просто были чеченцы. И вот этот, чтобы не обидеть ингушей. И сейчас то же самое повторяется, один в один. Мы чтобы не обидеть ингушей, мы должны молчать. Это врушка. Мы же знаем, кто она такая, откуда она пришла, что она делает. Вот она, ее творческая деятельность после смерти этого Ибрагима Дальхига в 2011 году, вот в 2012 году она начала вот лить на нас эту грязь, воровать наши истории. Это истинки, это ваши феташ, это ваши. Оставьте ее себе. Все, даже не феташ, а хета. Вот все это даже не фетиш. Фетиш это орнамент, который цветной, который вот даже вот этой кадре это есть, это орнамент. Это фетиш. А многие ингушки, вот она берет интервью, они хетташ. Это вид ойлка, что-то такое. Даже это не насяжка. А у нас истинги, это один, как сказать, нет вот этого, вот, разных вот этих, только вот это одного цвета. Это истинги. Даже эта дурочка не понимает, что такое истинги, что такое хета, что такое хетташ. Я должен, простой парень, об этом разбираться. Хорошо, что выпустили ролик, что вот она боялась разоблачения. Мы же не можем тоже просто так снять ролик и сказать, вот, и потом сказать, бедный несчастный Танзила Заура мучает чеченцы, бедный несчастный. И вот повод тоже должен быть. И вот она специально поняла ошибку Танзила Чабиева, и вот она пришла. Танзила Чабиева не так, да, она говорит глупости, просто дурочка малограмотная, станица Несторской, не городской, хотя мать была депутатом Верховного Совета Чечен-Ингушской АСЕ, но такая, ну такая. А это из Жераха, где элевизации тоже непонятно. Вот колхоз остался внутри. И нужно, дорогая моя, вот мне было бы приятно говорить про тебя, что ты хорошая женщина, что вот такой выдающийся научный работник. Ты думаешь, мне предоставляет удовольствие на тебя, ингушская девушка, женщина, говорит такое. Не, потому что ты вынуждаешь меня. Я-то знаю, вот лицемер, вот лгунов, вот они на людях говорят одно, а делают другое. И вот они просто так делают. Это, сколько ты сделала, вот Ачхойма, бред этим Ачхойма Артану. Пожалуйста, если тебе она так нравится, уезжай туда, оставить Ингушетии. Вот езжай туда. Кто тебя запрещает Ачхоймарт? Как будто бы, я не знаю, мой Ачхоймартан. Вот ваш. Он ваш, если вы одного ингуша там идете. Вот такой сыр сброд, и вот, я не знаю, стоит ли нам так реагировать на этих идиотов, на этих глупцов, на этих лицемеров. С одной стороны, ты порядочный человек, и ты должен вот так, ты говоришь в каком-то контексте, люди же не понимают, вот если они посмотрели сотни моих роликов, они поняли, о чем разговор. И даже эти ролики я не могу все это рассказать, потому что я не могу 2-3 часа сидеть, это все рассказывать. Почему я должен вот напрягаться, тоже непонятно. Вот товарищи, вы умные люди, которые профессиональные блогеры, профессиональные журналисты, Академии наук Чечен-Ингушской. Всегда, видите, я родился в Чечен-Ингушской АСС, всегда ингушей рядом с чеченцем. Это
по Фрейду. Я действительно, знаете, считаю их врать. Вот они нет. Они же лицемеры. Они такие, вот бывает, вот, когда ты в грязи копаешься, вот какой-то, сейчас мне осадок был, депрессия у меня сегодня будет, я лягу и не буду вставать, скажите. Вот это. Никакого удовольствия нам не доставляет говорить об этом. Но зачем вам это, вот зачем вам ворошить это прошлое? Зачем вам вот это? У вас 34 года, ваше это ингушить. Идите, у вас же будущее, у вас планы на меч. Идите туда, светлым своем будущем. И вот так расписывают, как вот это бедный, несчастный, с чего они лишились из-за этой чечен-ингушской ССР. Чего мы, вот почему чеченцы не говорят так же, как они, чего мы лишились этого? Кто нам восстановит это, вот наши потери, вот это достоинство из-за вас? Вот они поняли, что вы русские, которые русскоговорящие, в Грозном же все русские были. Вот вы без принципов, без ничего, вот, готовы на все, либо это место, это должность. И вот они точно так же, мы, чеченцы, относились к нам так же легкомысленно, так же нас дискриминировали. Это все ваша это заслуга. И не говорите, что вы моральные, нравственные люди. Это не о вас, это про чеченцев. Вот чеченцы были, чеченцы будут, чеченцы есть. А вот насчет вас, товарищи, я очень сомневаюсь. Это же вот так, с одной бегать, с одной крайности в другую. И вот все, вот сейчас так забрались, что вот, честное слово, у меня нет понятия, что такое Ингушетия, честное слово. Как мне подойти к вам, как про вас рассказать, я тоже хочу про вас рассказать. В каком контексте? Или вы христиане, или вы язычники, или вы амазонки, или вы курхасницы. Как, в каком контексте про вас говорить? Мусульмане, не мусульмане. Я просто теряюсь. Или вы просто безбожники. Я вот атеист. Я не знаю, как про вас говорить. Вот такая история, товарищи. Оно, знаете, они подкидывают нам эти истории, вот, потому что, вот, знаете, это кучка людей. Это кучка, это максимум 20 человек в это все мутить. Конечно, еще 100 человек их не заместили, вот, которые они им помогают. А еще есть тысячи людей, которые их не последователи. Ну, там человек 10-20 тысяч, вот это, которые хотят по легкие пути, хотят все чужое присвоить себе, и ничего не делая, сидя дома, стать великими. Вот, да, бывший надзиратель, тюремщик, мент, археолог, какая-то колхозница, и историк, этнограф. И вот так это бывает, вот так. Потом учитель, тоже историк. Всю жизнь учительство тоже потом оказывается писателем. Просто агроном тоже получается у них писатель. Вот так у них устроено. Не надо. Мне такие грязные слова вы пишете. Вот, что вы не писали, я на вас не реагирую. Так что это зря стараетесь. Не надо вот это. Ну, так оно. Вот бывает, человек, вот сидишь, думаешь, как можно помочь этой ситуации? Никак не поможем, потому что хотя бы там 3 человек вот поймать за фейки. Просто я удивляюсь ситуации, это, потому что есть закон в России о фейках. Вот можно вот это Танзила Зауру, вот это его мужа тоже. Вот просто взять эту книжку, вот, фейки, все вот создают, их в тюрьму посадить. Но так именно нужна была эта республика Ингушетия, именно для того, чтобы вот для таких, когда не было республики Ингушетии, они не могли, вот их сразу какую-то фейк они сделают, сразу их поймают и в тюрьму. Как это Ису Кадзоев, сразу посадили в тюрьму. 21-летний студент почему-то из вот этого Ангуштон, Орджоникидзе, их столица, не поступил.
мимо Назранию прошел, и именно пришел в Грозный поступать, чтобы там провокации сделать. Али Ахилгов, как их фамилии забывают, два молодых парня, два поэта там великих, вот так. Они вот такие, все наглые, бесцеремонные, подлые. Не о всех ингушах имеется в виду речь, но вот знаете, сложно отделять хороших ингушей от плохих. Вот постоянно я стараюсь это говорить, но это не стоит, потому что, знаете, эти же сидят в ингушских студиях, а не в чеченских. И вот они книжки вот все выпускают, стараются, вот это. Я не знаю, это Ибрагим, вот это, конечно, история Расулис, вот это меценат их, вот его не было бы, конечно, бы, у них не было бы таких успехов, это фальши, лжи, но вот спонсор у них есть, к сожалению, житель города Грозного. Вот это наш любимый неповторимый Гуцериев. Вот благодаря этому Гуцериеву они вот все расцвели пышным образом. Ну вот такой, снимать отдельный ролик про эту провокаторшу не стоит, я снимал, и не знаю, какой-то, очень много головы, очень много мыслей, которые хочется вам передать. Знаете, это очень сложная конструкция, вы просто не поймете, я там могу, у меня многогранные. Ну, вот я могу очень много, сразу я понимаю. А есть это потому, что я всю свою жизнь читал и внимательно слушал людей. У меня внимание, я могу, знаете, подтексты узнать. Вот не каждому это дано. Да, я не говорю, что я умный, вы все не умные. Нет, просто я говорю, что вот я сразу понимаю, где ложь, где лицо. Вот это в картину смотрю общем. И не всем это дано, это очень редко люди, вот даже вот сейчас многие, вот если я снял бы ролик, изоблачаешь вот это Бруню, и все бы накинулись на меня, сказали, она же ничего не сказала, действительно ничего не сказала, а до этого, вот 2011 год, 2012, давай так, 2012 год, сегодня 2026 год, июнь месяц 2026 года, сколько она лжи, сколько она фальсифицировала все это. Это ничего. Вот сегодня студия прошла, приурочена 34 годовщине Республики государственности, в кавычках, Республики Ингушетия. И вот она вот так, такая. Хорошо, вы почти проговорили про этих мужчин. А почему местами, как бы, я не знаю, и это так было монтировано, я не знаю. И вот про это, вот задним текстом про чеченцев, вот вы говорили, про эти вот соседи, вот постоянно, вот, как бы говорите свое, говорите про свои вот эти трущобы, про свою вот этот колонизацию. Почему вот как бы говорят про Назрань, это про Магас, а говорят, что приплюсывают еще соседи. Вот в каждой теме говорится, вот человек просто не понимающий, он не увидит вот эти тонкости. И как бы говорят про свою, а почему-то подтекст другой. Это шулеры, врушки, воры, вот они такие есть. Никчемы и непонятный кто. С вами был одинокий Джейсон. Я, конечно, очень, как вам сказать, не то что расстроен, просто я не думал, что вот вот придется вот такое говорить. Я не думал, что вот до такой степени они опустятся, до такой степени аморальные. И вот страшно становится этих людей, конечно. Это наши соседи. Они, если жили бы на другой стороне земли, это другое дело. И наши братья, вот знаете, как бы мы хотим, не хотим, это братский народ и одна культура,
один язык. И я не знаю, как дальше жить с вами, товарищи. Как с вами существовать. Ваша зависть, вот жалкие вот эти потуги, честно удивляют. Неужели у вас ничего, оказывается, не было? Неужели у вас и музыка, и танцы, вот обязательно чеченское приписывают. Почему нельзя свое ингушское? Значит, у вас ее не было. Поэтому вы такие любители присваивать чужое. Ну, такое, пока-пока с вами был одинокий Джейсон. Я надеюсь, у вас нет вот этих привычек обманывать людей, врать. Это ничему хорошему не приводит. Я не думаю, что это семья, здоровая семья. Своей страсти кому-то населить, своей ненависти другим. Я не знаю, как можно детей в таком воспитывать. Вот эти дети вырастут, вот будет точно таким же, как они. И вот это передается у них, это все по наследству. Хорошо, что я не ингуш, честное слово. Я вот сейчас буду благодарить Господа Бога, что меня не... Да, чеченца я родился, очень много сложностей, трудностей было в моей жизни. И смерть любимых людей. И всего я лишился. Но я рад, что я родился чеченцем. Я не пожелал бы, чтобы я был мирным ингушом, предателем, стукачом, вором. И вот я благодарю Бога, что я родился чеченцем, честное слово. Да, трудности были. Может, я ингушом родился бы, я уже был бы известный писатель. Как этот, они же, у них же звезды летят. Ну, ничего страшного. Чечня большая была. Многие писатели, многие поэты не могли пробиться, потому что вот эти ингуши все захватили, все контролировали. И вот русскими они решили нас унижать. Тогда нас унижали, будь ни с чем учить. И сейчас продолжают свои эти грязные дела. Мое вам презрение, товарищи. Мое вам презрение. Вы были никем, не станете никем. Ни к чему. Пустышки. Я сон шушумасон. Я не про всех. Я вот эти кучки ингушеговорящие, которые у вас элита. Ты пришла платки, ты не пришла платки. Я увидел твои огромные каблуки, товарищ Танзила Заурова. Я потом думаю, ты в юбке пришла или в брюках пришла. Может, в костюме ты пришла. Вот я в юбку не увидел. Вот такие вы комсомолки, патриотки. Я не знаю, вот такие дела. Пока с вами был одинокий Джейсон. Нет смысла дальше продолжать эти рассказы. Ну, такие дела. В мире добра всем.